Здравствуйте! Сегодня поговорим о родном языке. Чеченский язык является для меня родным, но буду разговаривать на русском, потому что многие носители чеченского языка особенностей чеченского языка не знают, и если я буду употреблять некоторые слова, для них будут трудности с пониманием. Начнем с очень приятной новости. Это новость о том, что 2023 год объявлен годом чеченского языка, как говорится в тексте указа главы региона. В целях сохранения, развития и популяризации чеченского языка и культуры и традиций чеченского народа постановляю объявить 2023 год Чеченской Республики годом чеченского языка. Это очень приятная новость, и я думаю, что большинство носителей чеченского языка были рады этому указу и полностью поддерживают главу республики в этом начинании. На совещании Рамзан Кадыров отметил, нужно с раннего возраста, когда еще дети ходят в детский сад, начинать работу по обучению их родному языку. Такая же работа должна проходить в школах и даже в вузах. Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях тоже основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно, иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас – язык и культуру нашего народа, сказал он. Полностью согласен с Рамзаном Ахматовичем и поддерживаю его инициативу. А теперь сделаем маленький экскурс в историю ближайшие 150 лет развития чеченского языка. В зоне влияния русского языка чеченцы оказались начиная с 1845 года. То есть в 1817 началась Кавказская война. В среднем она как бы пошла на убыль и закончилась в 1862. Почему я делаю такие выводы? В моем родном селе провели перепись для взимания налогов в 1862 году. То есть это селение Ялхарой Каланчевского района. То есть, считай, там власть уже установилась, и власть начала взимать налоги. Но это было постепенное вхождение в состав Царской империи Чеченской Республики в период этих войн, поэтому в среднем берем 1845 год. В этот момент изучением чеченского языка занимался известный кавказовед, лингвист и этнограф Петр Карлович Услар. Это очень легендарная личность. Услар занимался изучением почти всех северокавказских народов, пытался с помощью местных ученых и специалистов сохранить эти языки, пытаясь перевести и закрепить для них алфавиты на русской кириллице. Но чтобы вы понимали, чем отличается кириллица от графики языка, то есть кириллица – это язык или алфавит языка, который создан на основании чужого алфавита. Например, русская кириллица и русский алфавит создан на основе древнегреческого, финикийского, то есть он является кириллицей. То есть для каких-то звуков, которых нет в греческом языке, и каких-то заменили шипящие звуки, то есть таким образом в IX-X веке или даже раньше Кирилл и Мефодий создали алфавит русского языка, поэтому он считается кириллицем. А графика – это значит, это алфавит, созданный самим народом, например, арабский, например, грузинский, армянский. И эти алфавиты являются графическими. Вот, к слову, Услар прекрасно понимал, что такое язык, и он был инициатором, запомните эту фразу, он был инициатором создания в горных селах светских школ, для обучения ведется на родном языке, не на русском, но на родном языке. То есть он буквально настаивал на этом, чтобы с 1 по 4 класс местные жители, дети местных жителей изучали, ходили в школу и получали образование на родном языке. Это очень важный момент, и он будет рефреном проходить через нашу с вами беседу. Давайте посмотрим, что же происходило с языком. Дело в том, что со временем язык начал использовать разные
алфавиты. Например, до 1925 года чеченский язык использовал арабскую графику. Вот вы помните, я говорил, разница между графикой и латиницей. С 1925 по 1938 год чеченский язык использовал латинскую графику. Начиная с 1938 по 1992 год чеченский язык использует русскую кириллицу. С 1992 по 1996 год опять перешли на латинскую графику, и с 2000 года или чуть ранее мы опять пишем и используем документы, литературу, ну, в основном не документы, а литературу, то на русской кириллице. Ну, вот эта дата использования русской кириллицы совпала с печальным постановлением конференции ЮНЕСКО в 1999 году о том, что много языков, около 150 на территории России языков, и многие из них находятся в статусе умирающих. Ну, вот от того, что язык умер или умирает, это тонкая грань, но и чеченский язык был включен в список вымирающих. Почему это происходит? Почему языки вымирают? Ну, знаете, можно, например, сравнить это со строительством какого-нибудь здания, да? Если ты зимой фундамент без добавок зальешь цементом, то наличие воды, которая не сможет оттуда испариться, приведет к созданию воздушных пузырьков. И фундамент начнет крошиться. И к весне он весь раскрошится, и здание может рухнуть. Вот вам технологические нарушения строительства здания. То есть, если я, как строитель, предскажу вам, что это здание там весной разрушится из-за того, что начнет крошиться фундамент, это не то, что я являюсь пророком, но это эмпирический опыт, который есть у предыдущих строителей. Это уже было, это уже рассыпалось, поэтому здание рассыпается, вот и все. То же самое происходит с языками. У нас есть эмпирический опыт разных народов, как языки вымирали. Например, можно сравнить, например, с индейцами современной Мексики. Давайте пойдем по датам. В 1561 году на территории современной Мексики пришла Испанская империя, и эта территория стала ареалом уже Испании и распространения испанского языка. То есть в этот момент там разговаривали на испанском языке всего 5% населения. То есть ровно через 245 лет, в 18 веке, на испанском языке уже разговаривало 93% населения. То есть только 7% населения Мексики разговаривают на родном языке. То есть для большинства из них, подчеркиваю, испанский язык стал уже родным. Но это такой, знаете, своеобразный испанский язык, в котором грамматика испанская, сами слова, или можно их назвать слова, которые вошли из индейских наречий испанский язык, и сама разговорная речь, она немножко не похожа на современный испанский язык Пиренейского полуострова. То есть специалисты языка это понимают. То есть это получился новоиспанский язык, который для 93% населения стал родным. В среднем это без всяких принудительных мер произошло за 245 лет. Ну, в среднем 7 поколений. То есть вот так, в среднем можно вот так вот сказать, что это 7-8 поколений. То есть, грубо говоря, за 7-8 поколений, 245 лет, язык местный исчез, и возник новый язык на основании государственного языка испанского с вкраплениями местных наречий. А теперь посмотрим на чеченский язык. То есть в зоне влияния российского политического и культурного поля мы находимся, если посчитать с 2023 по 1845, то есть в обратном порядке, то есть это 178 лет. То есть по сравнению, например, с индейцами Мексики, 245 лет не прошло.
То есть займемся просто арифметикой. Ну, это, конечно, притянутые за уши цифры, но в среднем они отражают общую тенденцию. Если с 245 лет отнять 178, остается 67 лет. Ну, теперь у нас есть определенность. То есть сегодня у нас 2023 год. Если прибавить 67, получится 2090 год. То есть при нынешней ситуации в системе образования Чеченской Республики, если не будет кардинальных изменений в сторону улучшения использования чеченского языка в школах, это самое главное, в школах и в детских садах, то к 2090 году есть вероятность того, что появится новый язык, и родной язык для нас станет русский, с вкраплениями чеченских слов. Мы это, в принципе, уже на улице видим. Да? Вместо школы говорим «и школа», и считаем это родным словом. Вместо автобус говорим «автобус», и считаем это родным словом. То есть русский язык станет родным для чеченского. Это кажется для многих дико. Но, ребят, мы не первый, и мы не последний в этом мире народ, который постепенно переходит на новый язык, и это происходит в течение 7 поколений, от 200 до 300 лет. Ну, вот такой вот печальный прогноз. Вот это к тому, что язык вымирающий, и это коррелируется с постановлением ЮНЕСКО, и глава региона озаботился этим и ввел праздник чеченского языка, он в апреле 21-го, кажется, ввел год 2023 годом чеченского языка. То есть руководство республики прилагает все усилия к тому, чтобы язык развивался, язык не умирал и стал родным, потому что язык – это ментальность, это генетика, это история, это этнокультура, и с потерей языка теряется и народ. Возникает новый народ уже с другой ментальностью, с другой культурой. Теперь мы посмотрим на законодательство Российской Федерации. Я так отвлекусь на телефон, чтобы вам прочитать закон отношения, например, сложно мне этот телефон второй открыть. Давайте я своими словами скажу вам постановление, не постановление, а закон Российской Федерации о языке. Там написано, что все малые народы на территории Российской Федерации имеют право изучать и распространять и внедрять родной язык в пределах стандартов образования Федерального Министерства образования. То есть вот так своими словами. То есть есть определенные федеральные стандарты, и мы должны в рамках этих стандартов изучать родной язык. А теперь мы вернемся к родному языку. Вот не зря Услар говорил о том, что родной язык должен быть основой для детей, когда они изучают и ходят в школу. Попытаюсь я все-таки открыть одну интересную статью, и она является очень интересной с точки зрения науки. С точки зрения науки, значит, мы вернемся к этой статье и попробуем вам привести примеры специалистов. Примеры специалистов, они очень важны. Что такое примеры специалистов? Это научно обоснованный подход. Ссылаясь на научные изыскания, я приведу вам цитаты из статьи ученого Тувинского государственного университета. Статья называется «Роль родного языка как языка обучения в начальной школе». Вот не буду полностью приводить, что происходит с ребенком, когда он, не изучая, а рождаясь уже с утробы матери, от колыбельной, от тех слов, которые говорит ему мама на родном языке, вдруг попадает в школу, и у него происходит стресс, переходя на русский язык,
которого он не знает. Вот рассуждение известного автора учебника по психолингвистике Фрумкина о полуязычии, возникающее при конфликтных ситуациях, в которые попадает личность в результате слома традиции, представляется справедливым и для той ситуации, которая пойдет ниже. Она говорит, любой мигрант в этом смысле полукультурен, а тот, кто перемещен волей обстоятельств в мир урбанизма и тем самым оторван от устоявшегося быта и по собственному выбору сменил мир древних традиций и ценностей на другое культурное окружение, это проблема. Понятие полуязычия, понятие полуязычия использует и Хант или Кинт, говоря о плохо организованном раннем обучении неродному языку. Когда человек, вроде бы владеющий обеими языками, столкнувшись с более сложным смыслом, не способен точно его выразить ни на одном из тех языков, которым якобы владеет. Это, в свою очередь, порождает поп-культуру. Языковая ситуация создалась неоднозначная и противоречивая. Специфика ее в том, что складывается три типа двуязычных людей. В тех местах, где есть русскоязычная среда, в тех местах, где нет русскоязычной среды, то есть дети, которые владеют только чеченским языком, не говоря по-русски, и в-третьих, дети, которые плохо владеющие русским языком и вовсе не говорящие на нем, вызвано это тем, что многие отдаленные от центра района, в которых проживает большинство населения Чечни, оказалось моноязычным. С русским языком дети в деревнях сталкиваются только на школе и на уроках русского языка. Иначе говоря, русский язык изучается для них как иностранный, они не находятся среди его носителей. И как показывает практика, такие дети в процессе обучения из-за низкого уровня знаний по русскому языку не могут полностью воспринимать и понимать содержание текста, схватывая очень поверхностно, только основную мысль, не понимая частности, которые могли бы помочь выполнить задание. По результатам мониторинга разных дисциплин выявляется, что у детей недостаточно сформирована языковая, коммуникативная, социокультурная и другие компетенции на русском языке. Поэтому складывается крайне неблагоприятная ситуация для их обучения и развития. Бывает, что такого ребенка, не способного сформулировать свою мысль на русском языке, некоторые учителя начинают считать чуть ли не умственно отсталым. Это может быть связано с плохо организованным обучением двуязычию в раннем детстве, что становится причиной неполноценно сформированной речи. Если человек не сможет адекватно выразить мысль ни на одном языке, то это ведет к психологическим срывам. В итоге он чувствует себя ущербным, неспособным конкурировать с другим, что ведет к конфликтам и деструктивным процессам. Это не я говорю, это статья научная одного из ученых Тувинского университета. Возникает извечный вопрос, что делать? И в культурном пространстве нашей страны процесс обучения рассматривается только с точки зрения дидактики и методики. Но не буду вас усложнять вот этими всякими научными терминами лингвистики, психологии, психолингвистики, социолингвистики, нейролингвистики. То есть, скажем, простым языком. Большая часть ученых, известных во всем мире, которые занимаются исследованием детской психологии и проблемами образования, считают, что обучение в начальной школе должно проходить на языке матери. И прежде всего в голову приходит Ян Ямос Каменский с его замечательной материнской школы. Учебник для молодых родителей, который должен лежать на столе у каждого. Кто-то может сказать, что это древность, все это старело, однако, перечитывая его, приходишь к выводу, человеческие ценности не могут устареть. Он считает, что материнский язык, который ребенок усваивает в первые годы жизни, делает его человеком, предопределяет его будущее. И он пишет, пусть никто не думает, что истинным человеком можно стать, не научившись действовать как человек, то есть не получивший наставление о том, что его делает человеком. Мысль Яна Каменского о том, что любое обучение целесообразно начинать на языке матери, подтверждается современными исследованиями.
Под природными свойствами языковой способности человека, несомненно, подразумевается врожденный потенциал к усвоению человеческого языка ребенком, зависимо от того, в какой языковой среде он родился. Поэтому не может быть никакого сомнения в том, что доминирующую роль в усвоении языка ребенком играет мать. Язык матери становится родным языком. Из первых дней родной язык вплетаются элементы формирования личности, которые складываются из образов, предметов, качеств, действий. Ну, не буду еще это говорить, но конкретно ребенок вырастает, впитывая в себя все особенности окружающей среды и культуры народа, его нравственных, этических и эстетических традиций. Известная гипотеза Сапира-Орфа о том, что люди, говорящие на разных языках, видят мир по-разному, подтверждается экспериментальной проверкой. Основатели нейропсихологии Лурия, используя материалы экспедиции в Среднюю Азию своих экспериментов, успешно реализовал культурно-историческую теорию, доказав, что психология и межкультурные различия, психические функции человека, познавательные процессы основаны на языке. Язык очень важен. В настоящее много проводится таких исследований, и можно приводить очень много примеров из этого. Ну вот цитата еще из одного ученого, Аврорина. Родной язык служит как бы базовым кодом. Ни один другой язык не может в этом смысле ни заменить, ни стать с ним рядом. Достоинство родного языка на начальном типе обучения заключается в том, что он создает оптимальные условия для развития мыслительных способностей. Ибо давно доказано, эта цель способен обеспечить только родной язык. Во-вторых, он позволяет вооружить хорошим знанием русского языка на основе уже прочно закрепившихся лингвистических реалий собственного языка. Известно, что у ребенка, это очень важно, к 7 годам полностью формируется языковая компетенция. Он на вполне достаточном уровне овладевает фонетическим, грамматическим и практическим знанием родного языка. Родной язык становится основным орудием познания действительности, поэтому на начальном этапе обучения, в начальных классах, роль родного языка особенно велика. Это период, когда ребенок переходит на новую ступень познания, когда происходит перестройка всего образа жизни, начинается его погружение в интеллектуальную сферу. И мыслительные возможности ребенка проявляются оптимально, когда он обучается на родном языке. Языковый код, своеобразие национального языка – это особенности в отношении предметов, событий. Той или иной национальности указывают существенное влияние на протекание общения информации у той или иной личности. Так, вот пример еще приведем, да, когда в более раннем возрасте, но не будем, слишком много ученых вещей, мы вот сделаем какие-то примеры. Например, приведенные примеры описывают случаи трудностей, где дети сталкиваются при обучении не на родном языке, а какой шок он должен испытать ребенок, поставленный перед задачей, решить которую он должен на языке, которым овладел недостаточно или знает совсем плохо. Такие ситуации характерны для поликультурной среды. Особенно тяжело это бывает для ребенка. Например, 12-летний ребенок, воспитывающий в таких неблагоприятных условиях, когда ему приходится резко переходить на новый язык, он своим языковом развитии находится на уровне 8-летнего, 9-летнего ребенка. И лингвистическая, психолингвистическая отсталость ребенка к концу дошкольного возраста может достигать 1-2 года. То есть он становится на 2 года опоздавшим. А это серьезная история. Тебя же никто не спрашивает. Ты должен закончить там школу в 11 классе, а ты не доучился 2 года. И это приводит к тому, что наши дети оказываются неконкурентоспособны и не могут конкурировать с теми детьми, которые изучали в школе предметы на родном языке. Собственно,
Интеграция второго русского языка должна происходить постепенно, когда мыслительные способности и языковые навыки ребенка достигнут достаточного уровня развития. Вывод какой? Вывод очень простой. Обучение в школе с 1 по 4 класс нужно проводить на родном языке и постепенно переходить с 5 класса на русский язык. Вот тогда он будет конкурентоспособен, психически, лингвистически успешен, и он будет вливаться в семью народов России полноценным, образованным человеком. Собственно, на этой основе и построено обучение в национальной начальной школе. Русский язык дети изучают, опираясь на лингвистическую компетенцию родного языка, а на обучение на русском языке других предметов полностью переходит только с 5 класса. Вот в чем проблема. Ребята, мы же не хотим, чтобы у нас не было ученых, математиков, чтобы у нас не было своих Эйнштейнов. Если мы этого хотим, то одним из факторов возникновения таких людей является то, что мы должны изучать предметы и давать возможность изучать детям на родном языке до 4 класса. Если Итак, такой небольшой обзор точек зрения авторитетных ученых, изучающих психологическое, лингвистическое и т.д. и т.п., показывает, что обучение лучше всего начинать на родном языке ребенка. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. А значит, именно в этот период на основе родного языка ребенок может основательно понять, усвоить все то, что новость, то станет залогом его дальнейших успехов в учебе в школе. Неродной язык не может в такой степени стать средством усвоения знаний, приобретения различного рода компетенций в начальной школе, которые будут необходимы на более высокой степени. Ребята, мы на основании наблюдения этих ученых мы ломаем своих детей. Мы их психологически ломаем, у них стресс, и это очень серьезная проблема переходного периода. Да, к 2090 году, когда, как я и говорил, когда родным языком для нас станет русский с вкраплением чеченского, если это произойдет, тогда этой проблемы не будет. Но сегодня мы теряем 3 поколения. То есть отстать 3 поколения в математике, физике, астрономии, машиностроении и в науках – это очень тяжелый удар для нашего народа. Я бы не хотел этого. Я обращаюсь к руководству республики, к Министерству образования регионального. Мы имеем право в рамках федерального закона об образовании изучать родной язык и вводить практики изучения родного языка, меру обеспечивая в соответствии с стандартами федерального Министерства образования. То есть это не значит, что мы сейчас должны быстро побежать и все, чтобы изучали там чеченский язык, и все предметы изучали на чеченском языке. Нет, это должен быть постепенный переход. Заложить программу на 5 лет, потому что те же учебники по математике, по географии, по естествознанию и по всем предметам в начальной школе нужно перевести на чеченский язык. Это требует бюджетных средств, это требует программы, это детально, для этого нужны специалисты, и нужно это делать постепенно. То есть начать с какого-то пилотного проекта, а потом пусть специалисты изучают, насколько эти дети успешные. Возможно, все эти ученые, которых я перечислил, у них есть оппоненты, и это неправда. Может быть и другое мнение. Но я, по крайней мере, еще ни одного не видел, который говорит, что это... И не читал таких статей, которые говорят, что это неправда. Да, это теория, но время покажет. То есть начать с пилотного проекта и постепенно перевести начальное образование, как и советовал знаменитый кавказовед Петр Карлович Услар в начале столкновения чеченской цивилизации с русской цивилизацией, и после которого мы уже начали совместно проживать на территории Российской Федерации. То есть не хотелось бы на печальной ноте заканчивать нашу с вами беседу. Я, конечно, письменно обращусь и в Министерство образования, и в администрацию президента
Рамзана Ахматовича Кадырова, то есть главы региона Рамзана Ахматовича Кадырова, и в парламент обращусь, потому что все это должно пройти процедурно, но я хотел бы узнать и мнение наших соотечественников по этому поводу. Конечно, я человек далекий от педагогики, я не специалист по образованию, я просто передаю вам свои ощущения. Поэтому не обессудьте за то, что я не вдаваюсь в подробности педагогики, но специалисты меня поймут, они лучше меня это знают и лучше могут спрогнозировать ситуацию. Но ощущения, как говорится, очень печальные. На этом все.